птица, загадочное существо, с древних времен порождает в наших умах миф. Увидев над святым местом летящую птицу, мы с восторгом восклицаем: вот он, хозяин, наблюдает за нами, значит, принял нас. Алханай связан с именем мастера медитации, йогина и тантриста бурятского ламы Жанчип-От, более известного в народе как Намнане, раньше известного, но не сегодня. Сегодня о нем знают лишь единицы, но мы должны были знать о нем, помнить, чтить. Его имя должно было бы быть на устах даже ребенка. Но его имя было забыто, хотя именно он превратил Алханай в тот Алханай, который мы знаем сегодня. Тот Алханай, где мы молимся, отдыхаем и поправляем свое духовное и телесное здоровье. Мы не можем показать облик Намнане ламы. Его попросту нет. Его изображение после проявки фотопленки превращалось в изображение ваджры. Намнане родился в 1825 году у величественной горы Хан-Ула в местности Жараны-Нур на юге села Усть-Нарин. Озеро когда-то было полноводным. Величава гора Хан-Ула. Здесь он черпал неведомые нам силы. С малых лет был послушником цугульского дацана, познал глубокие учения великих лам прошлого, познал тайны медитации. Это большой труд, требующий усердия и прилежности. В то время в цугульском и агинском дацанах жили образованные ламы, познавшие многие таинства буддийской философии, тантры, законы пустотности. Они умели передвигаться в пространстве, ходить по воде, умели растворяться в воздухе. Намнане лама, по всей вероятности, был одним из тех великих лам, живших на земле Аги, которые познали тонкий мир, а это высочайший уровень достижения человеческого разума. Намнане ламу можно смело назвать основателем Алханая. Пробираясь по трудной каменистой дороге, преодолевая грязь, мы, члены инициативной группы по строительству ступы Намнане, решили посетить те места, где бывал Намнане. Мы хотели проникнуться теми чувствами, какими обладал великий лама. Но мы, наверное, были слишком далеки от мыслей, свойственных разуму Намнане. Говорят, что раньше, до прихода Намнане ламы на Алханай, гора была занята духами шаманов. Погрузившись в долгую медитацию, Намнане лама начинает понимать, что для контакта с духами нужны более глубокие духовные знания. С этой мыслью уходит учиться в Тибет, вместе с Агваром Доржиевым, который останется в Тибете продолжать обучение, а позже будет принимать участие в диспутах его святейшества Далай-ламы XIII.
После долгих лет учебы в Тибете Намнане вновь отправится на Алханай, чтобы продолжить медитативную практику. В Тибете он обретает такую силу, что сможет установить связь с шаманскими духами. Он сумеет убедить их оставить гору Алханай, спустившись в степи, и призывает божество Демчик, чтобы тот принял Алханай как место буддийской святыни. С тех пор Алханай становится настоящей буддийской святыней, одной из величайших чудес мира. Чудес на Алханае много, и не все чудеса и богатства раскрыты до сегодняшнего дня. Намнане Лама медитировал в разных местах горы Алханай. Это место называют Шулун Цуворга, каменная ступа. Здесь он подолго оставался в неподвижности, устанавливая связь с внешним миром. Знаменитая скала Нарохажит. Хажит означает «небесный музыкантша». Как говорили старожилы, именно здесь аккумулируется космическая энергия. По словам известного историка и краеведа Садбы Ежесамбуева, который любезно согласился сопровождать нас по памятным местам Намнане Ламы, в этом узком ущелье слышится небесная музыка. Намнане Лама здесь медитировал месяцами в любое время года. Здесь стоял его домик. Это верхнее пристанище Намнане, где подолгу медитировал мастер. Сегодня созданием национального парка Алханай строители возвели новую избу, как раз в том месте, где стояла старая избушка Намнане Ламы. А этот старый сруб еще помнит Намнане. Возможно, это было продолжением избы. Сегодня никто не скажет точно, как все было. Просвещенные люди, слышавшие о великом мастере и йогине Намнане, до сих пор приходят сюда и берут землю, чтобы очистить свои жилища благовонием. Это маня Намнане Ламы. Говорят, что Намнане наказал своим последователям периодически раскрашивать буквы молитв красным цветом. Кроме тибетских, есть и старомонгольские буквы, но они не раскрашены, и нам, простым гражданам, все еще неведом смысл написанного. Алханайское ООО. Обозначил это ООО Намнане Лама. Все, что находится на Алханае, все значимые места связаны с его именем. Мы с удовольствием посетили эти места. Ихын Умэй. Те, у кого нет детей, здесь молятся, чтобы Всевышний выделил им одну душу для будущего ребенка. Как видим, здесь находятся детские игрушки и вещи от благодарных родителей, а может и самих детей. Это место также связано с именем Намнане Ламы. Алханай – это целая вселенная со своим строгим законом, древними устоями и духовной силой. Тот, кто почитает эти законы, у кого есть в душе истинная вера, находит для себя спасительную силу. Пробираясь по каменистой тропе, карабкаясь вверх по крутому склону, тяжело дыша от усталости, по большому счету, в общем-то, мы и не устали. Это сила Намнане Ламы. Даже 80-летний человек
опираясь о палку, смог пройти весь маршрут. Это тоже сила Намнане. Храм Ворота – самое памятное место, где не раз засиживался Намнане. Храм Намсаре, храм Балганот-Хамо, скала промежуточного состояния между жизнью и смертью, называемая по-бурятски Загурдин-Хапсарай, храм богини Циндемы, храм Зула, Ранджин-Мане. Это далеко не полный перечень всего, что есть на Алханае, и того, что связано с именем Намнане-Ламы. Всего этого могло и не быть, если бы не Намнане. Многие, услышав его имя, пытливо спрашивают, каким был он. В наши дни людей, знавших Намнане-Ламу, давно нет в живых, но в поселке Могойтуй проживает близкая родственница Намнане-Ламы Удомбра Ринчинова. «Я слышала от знающих людей, — говорит она, — что являюсь потомком рода Намнане-Ламы. Помню, как в старину старожилы вспоминали его и рассказывали друг другу о нем, но я была слишком молода, и жаль, что не придавала их воспоминаниям большого значения. По словам своего отца, сейчас вспоминаю, будто он был низенького роста, коренастый, мочки его ушей были длинными. Но точно помню, как люди приговаривали, будто наш род знаменитый и достойный. Все так говорили, но я не понимала, что нужно ценить свой род. Время было такое. Еще помню, что люди нашего рода отличались степенностью, обстоятельностью, а позже и вовсе о ламах говорить было запрещено и даже опасно. Настоящие ламы постигают три основных качества – отречение, милосердие и познание пустотности. Намнане-Лама пустотность постиг. Именно поняв пустотность, где отрицается все материальное, он смог войти в контакт с божеством Тимчик. Не зная теории пустотности, Намнане-Лама не смог бы углубиться в своей медитации, подобно Хамбе Тегелову, не смог бы войти в иное измерение и встретиться с божеством Тимчик. Второе – это милосердие и сострадание. Вот как рассказывает о качестве милосердия Намнане-Ламы архивариус Цугальского дацана Бальжнима Циренов. Когда Намнане-Лама посетил Хамбаламу Ирил-Туева, пожилой Намнане-Лама мгновенно понял, что Ирил-Туев болен раком безнадежно, тяжело. Неожиданно Намнане-Лама говорит больному Ирил-Туеву: «Ты молод, тебе предстоит сделать многое. Работай, выполняй свой долг с честью. Да поможет тебе учение Будды». Ирил-Туев, ожидающий своей смерти, удивился его оптимизму. Какая, мол, работа, честь, когда болезнь одолела и смерть неминуема. На обратном пути из Иволги Намнане-Лама сам тяжело заболел раком, а Ирил-Туев после визита Намнане-Ламы выздоровел. Намнане-Лама вылечил Хамбу Ирил-Туева, забрав своим чудодейственным способом его болезнь себе. Намнане-Лама оказался не только милосердным, но и благоразумным, ведь он стар. До ухода из этой жизни все равно остается немного, а Хамбо Ирил-Туев молод, силен. Так пусть же он распространяет учение Будды. Это было до революции, в конце XIX века. Этот пример говорит о том, что он постиг третье качество настоящего ламы – отречение. Он отрекся от мнимого материального блага. Рядом с Цугальским дацаном можно увидеть недостроенную ступу. На месте этой ступы стояла юрта Намнане. Перед смертью
Намнане Лама сказал своим ученикам: «Тело мое кремируйте, а часть пепла заложите здесь и поставьте ступу. Тот, кто болен раком, но имеет истинную веру, пусть молится у ступы и обойдет вокруг него множество раз, и тогда уйдет его болезнь». После его смерти так и случилось. Привезли казачку с русского селения, безнадежно больную. Болезнь была запущена, и она не могла ходить, но она проползла вокруг ступы множество раз и выздоровела. Позже десятки и сотни людей, независимо от вероисповедания, убеждения, национальности, обходя ступу, вылечивались. Но в 30-х годах та чудодейственная ступа была взорвана. Лишь в наши дни, когда все разрушенное восстанавливается, ступа вновь обретает силу. Цугальская Удунсума, храм-ворота, тоже связан с Намнане. Он велел поставить эту арку. Верующие перед дальней дорогой проходили верхом на коне через проем арки, и обязательно им сопутствовала удача. Истинно верующему помогала безотказно. Эта арка поможет нам и сегодня. Но есть ли у нас истинная вера и праведная доброта? Это вопрос отдельный. В каждую среду в 6 часов вечера в окружном краеведческом музее собираются члены инициативной группы по строительству ступы Намнане Ламе. Ступа будет построена на месте, где родился Намнане, у величественной горы Хан-Улу, у озера Жараны-Нур, на том месте, где стоит кол, воткнутый главой традиционной санки России Хамбаламой Дамбояушиеву. Ступа имеет огромное значение. Прежде всего, ступа, как пирамида, гасит ту отрицательную энергию, которую мы с вами выплескиваем наружу. Нижняя часть – это основание, фундамент. Выше – сама ступа и шпиль. В средней части, то есть в самой ступе, закладываются 5 видов драгоценностей, 5 видов лекарственных растений, около полутонны зерна 5 видов, притом обжаренных, чтобы они не проросли, вкусовые компоненты, несколько видов шелка, священные книги, мантры, тантры, цветы полевые, песок. В центре ступы помещают специально подобранный кедр. Прежде чем срубить кедр, ламы читают специальную молитву, и кедр остается живым, не сохнет и не раскалывается. В общем, строительство ступы довольно хлопотное дело. Не зря говорят: Восток – дело тонкое. Буддизм – восточная религия. Все большее развитие получает на Западе. Все больше людей начинает понимать, что философия – это не отдельная наука, а само отношение к жизни. Бездуховность порождает невежество, и наоборот, невежество порождает бездуховность. Тот, кому неведом смысл учения Будды, остается в неведении, а неведение – это и есть бездуховность. Молитвы ламы порождает в наших душах покаяние. Время, когда религию считали опиумом для народа, прошло. Мы находимся на заре рассвета учения Будды. Люди многократно обогатят свои души, и тогда Алханай перестанет быть местом невежества, грубости, легкомысленных гулянок, а будет самым святым и дорогим сокровищем. Нам нужны знания нужные и полезные.